Сегодняшний день нельзя понять вне связи со вчерашним и, следовательно, с давно прошедшим. То, что есть здесь и теперь, постижимо лишь в связи с тем, что есть везде и всегда, ибо только в этом единстве оно подлинно реально. Семен Франк. Мне часто снится один и тот же сон. Я поднимаюсь в горы и купаюсь в холодной горной реке. Все, что я вижу, ощущаю, знакомо мне до мельчайших подробностей. Но это только сон. В реальности я никогда не видела ни этих гор, ни этой реки. Возможно, это память предков, хранящаяся в моих генах. Мы до сих пор не знаем, сколь большое место занимает в нас и в нашей жизни мир наших предков. Преисполненное самомнение, мы часто судим о былом отстраненно, как о чем-то малосвязанном с нашей жизнью. Мы берем на себя смелость судить и порой бываем бесцеремонны, пользуясь единственным преимуществом, которое есть у живых перед безответными мертвыми. Но кто знает, может быть, они, наши предки, оставившие нам этот мир, беспристрастно взирают на нас из глубин наших собственных «я». И это мы ответственны перед ними. Сегодня мы с вами в одном из лучших фотоателье Сыктывкара на улице Советской, 26. Для современного человека фотография не представляет ничего особенного. Забежал, снялся на паспорт, убежал, вот и все. Но 100 лет назад это гениальное изобретение человечества вызывало чуть ли не мистический интерес. Фотограф признавался человеком, наверное, сверхъестественным, обладающим знаниями о том, чего не знал никто. Ведь фотография, по сути дела, перевернула наше представление о мире. Она позволила запечатлеть на века образы наших предков, расширить и, скажем так, углубить нашу историю. И в маленьком Усть-Сысольске была своя фотография, и был свой знаменитый мастер, с именем которого связано начало фотодела в Усть-Сысольске. Были и до него фотографы, но вот именно художественная фотография, начало ее, начало массовой фотографии связано с именем Платона Филитеровича Кулакова, первого профессионального фотомастера Усть-Сысольска. И сегодня у нас в гостях внучка Платона Филитеровича Маргарита Николаевна Погодина, которую мы попросим рассказать и о семье Кулаковых, и о фотоателье. Пожалуйста, Маргарита Николаевна. К сожалению, я о деде рассказать много не могу, но все, что знаю, я расскажу. Родился дед в деревне Азла Вологодской губернии, и жил он там. Родился он в семье священника. И отец, конечно, хотел, чтобы Платон Филитерович тоже пошел по его стопам. Но Платон Филитерович выбрал себе другую дорогу. Он стал фельдшером, медиком. И в Петербурге он учился. Я думаю, что он в Петербурге, и познакомившись с фотографией, заинтересовался ею. Потому что все это уже произошло как-то быстро очень. Приблизительно в 1880 году он приехал в Усть-Сысольск, а в 1882 он уже женился на одной из сестер Трининых, Елене Афанасьевне. И Платон Филитерович, женившись, он еще работал тут медиком и был как-то очень уважаемым человеком. Это я почерпнула из литературы.
участвовал даже в Керчёме, по-моему. Там была эпидемия, и он с ней успешно справился, за что был даже вознагражден. Уже были дети. К открытию фотографии в 1895 году первая фотография была в том доме, где он жил. И дед был очень хорошим фотографом. Судя по фотографиям, которые остались и которые мне удалось видеть, карточки были очень хорошие, снимки были великолепные. Они и материал заказывали в Германии. Так что все как-то было на высоком уровне. И, к сожалению, в 1914 году дед умер. Фотография перешла к моему отцу по наследству. В основном фотография уже в Усесольске и потом в Сыктывкаре была отцовская. Значит, первая была на улице Орджоникидзе, а, видимо, подработав денежки, они стали строить, папа стал строить фотографию на улице Ленина. Договорившись вначале с властями, чтобы его место-то было для двухэтажного дома, а папа хотел построить одноэтажный, видимо, дом, но оговорил, чтобы его не трогали за этот двухэтажный дом. Наверху была фотография. Большой был павильон, большой-большой. И вот, по-моему, такого же, то есть не по-моему, а точно, такого же плана, вот как этот аппарат, только даже больше. Такой и более темного дерева, на колесиках двигался там по этому павильону. Стеклянная крыша была, на зиму ее закрывали щитом деревянным, чтобы снег не провалил стекла. И вела туда большая лестница. Я вот даже сейчас помню планировку этого дома. К сожалению, его не сохранилось. Ну и к сожалению, и, наверное, и не к сожалению, потому что город был стал очень красивый. И там, значит, папа работал до 1937 года, когда его арестовали. И как сложилась судьба семьи после 1937 года? После 1937 года судьба семьи? И вашего отца? Ну, отец был посажен в 1937-м, и до 1943 года он сидел в Пезмаге. Но везде он работал фотографом. Находились иногда, видимо, хорошие друзья, и папу переводили на общие работы. А потом возвращали, потому что фотограф был, он там, видимо, один. А если не один, то лучший. Потому что он там все начальники к нему обращались, все делали, заказывали свои портреты. И в 1943-м я ездила туда каждый год к нему. Пускали. Жил он в этой каморке, такая была отдельная коптерка, как он выразился. А, я сейчас покажу даже эту коптерку. И в 1943 году весной папа вернулся. Я думаю, что его отпустили по болезни. Потом-то его реабилитировали, конечно. Все документы есть. Мне прислали отсюда, уже в Ленинград. Но он везде работал фотографом. И там, и потом, когда в 1943 году вернулся, он поступил в академию, филиал Академии наук СССР и работал здесь фотографом тоже. Но, просидев 6 лет в лагере, там же были люди разные, всем это известно, из юга, из севера, и отовсюду. И, видимо, ему внушили такую мысль, чтобы он поехал погреться куда-нибудь на юг или более в южные районы. И вот папа приехал уже из этого лагеря с такой мыслью, что он уедет куда-то поюжнее. А я в 1944 году, окончив школу, мы договорились с подружками и уехали под Воронеж в Институт химико-технологической и пищевой промышленности. Он находился в Рамоне тогда. Это очень красивое место. Сестры одного из царей, Ольги Ольденбургской. Она была замужем за графом Ольденбургским.
князем. И там мы жили. Ко мне приехал брат Игорь, которого из армии списали, я думаю, потому что он был астматиком. И на фронте он не был, а он был под Москвой на военном аэродроме, работал заправщиком. И ему тоже давно советовали поменять климат. И он приехал ко мне в Рамонь. Я уехала в августе, а он приехал в октябре. И так мы жили. Герман, старший брат, возвращаясь из госпиталя, заехал к нам, чтобы посмотреть, как мы живем, где мы живем. И ему место тоже понравилось. И он, значит, вернулся домой, сюда, в Сыктывкар. И в 1945 году они уже, мама, папа и Герман, приехали в Рамонь. И там мы жили до папиной смерти. Папа там тоже работал фотографом. И тоже его везде любили. Снимались только у него. Студенты, учащиеся, население местное. В 1947-м в конце он уже попал в больницу. Ну, тоже у него рак. Оперировали, и он умер на столе в операционной. Маргарита Николаевна, а кто-нибудь из детей вашего отца пошел по его стопам? Да. По его стопам Да. и по стопам деда? Продолжил династию? Да. Брат мой Игорь, с 23-го года рождения, вот астматик, я все говорю, что его из армии списали. Он работал, вначале он помогал, вначале тоже он увлекался. А потом с отцом в Рамоне он работал, помогал ему. Они ходили там по деревням, так же, как папа объездил всю Коми-республику, я упустила этот момент. Где только он не был, и в Усть-Куломе, и в Палевицах, и в Корткеросе. Ну, я сейчас просто уже не помню. Лет прошло много. И также он обходил, там не на чем было ездить, в Воронежской области. Там они обходили с Игорем пешком по деревням. Спасибо, Маргарита Николаевна. Вот так 3 поколения семьи Кулаковых создавали незабываемую фотолетопись истории города Усть-Сысольска и всего Коми-края. Достаточно сказать, что Маргарита Николаевна передала Национальному музею уникальную коллекцию из 300 фотографий. Лишь малая часть того, что сохранилось сегодня и что было создано 3 поколениями Кулаковых. Некоторые из этих фотографий мы покажем вам.